Уважаемый Вадим Дамирович, в первую очередь хочу вас поблагодарить, что вы присутствуете сегодня с нами, что вы побывали до этого у нас в гостях, не в гостях, а даже, можно сказать, рабочая поездка. И я уверен, что благодаря вам, которые построены нами корпуса, будет дополнен лучшими докторами, профессорами. А то, что касается нужного оборудования, дополнительно мы закупим. Спасибо вам большое. Да, Беркевель, да, муссо вочем алердуэль, вы население тахан революционный центр еш нахолух зимволах, воколах, ветеранш будут, участники боевых действий будут, учиться разные регионы, Стасбоч, Бурдон, цигайол условия, бейнмала арсатит здесь саглар баккена дабагайча тига ламазан этто саглар хинз бейнмос ламазан чую спорт заниматься бассейн муссума хоккер тосан керта шадриги уйшмел дохдон из бок дел айтан бусун масана османина قدلنا بيكينا ما بيكنا مثلا بركة دير إسرائيل وقشتا بعدان ده عمل لاتشانا دينا عبوسا دانا هركير دانا هو حولي يالو قهيك شان دان هنداجي تغنا هوي سنتوريش خليز ربطسون سنتر خليز مديتين دانا نوشم أوروفني خليزي دانا دوتشني دان دوات ساعتي دان گود اخوین خاخی هند اجازه دان ریسک دان و اینکوچی علیل سم گروکوی دان و شادر برزن شادری دان سون عادت وان بلچی اتسوچ او دان ادم خیر دل دان خول چاداتر هند اجازه نانت وایش سالچی وشینت وایش سالچی اوش تان تولد و خویش سالچی چون هدا دیز خوش نخت سالچی و این خا دان هند مدیسینسکی направление развивать язык и خوش 2019 год я дان духу ачвалжит теш дан частный государственный республиканский дона на уровень дона взрывов на бандоша в республике единственное можно сказать без проблем дона первая и вторая волна дона пережили дона та проблема очень та дон нехватка кислорода нехватка квоек боштолом абсолютно у нас дон не было дон шаек медикамент يوشر وسبيциалист دونه хам باغرق دونه особенно دون والو شو سبيциалист جينر سوارش جينر والو لا كامن شيك دون جينر والو لا لور جينر خلج ديك خيت دون يوغوت دونه وي لور شاش مساريلا دون تول بوت اقا تاريخ يورشل دون انستيتوت شاشيخا ياخ دون تاريخ يل دون و شاشيخا دو داكشين اقا لور ليل وخاي شيغا باتريتيزم تاغيتا غيتا دا مولا دون ديل دو هردو موسو اون بالا لزل دونه و مخر جين فان باك عدا غيتون دا يوشتن دونه اتو بدون دار ونيس ويل دار اتو بر مسفري دون. Добрый день, друзья. Ну, вот когда в августе этого года при встрече с Рамзаном Хатовичем мы говорили о данном объекте, я понял, что ну, вот он очень большое внимание ему уделяет. Я тогда впервые побывал здесь. Было не так много, как сейчас. Был построен, вот, отремонтирован один корпус, второй. Я восхищен, что в условиях пандемии, в условиях самоограничений, этим летом, когда во всей России ну, практически было приостановлено все строительство медицинских объектов, были другие цели, я восхищен, что за столь короткий срок было построено очень современное здание, которое находится за моей спиной. Это здание было оснащено в новых условиях, потому что в конце этого года российская реабилитация стала жить по-новому. Появился новый порядок, новый приказ, появилась новая специальность. И вот та группа людей, которые занимались строительством, а мы, в общем-то, ну, в какой-то коллаборации работали с министром здравоохранения республики, с министром труда, они заложили те возможности, которые уже сейчас в новых условиях позволяют реализовать реабилитацию в том объеме, в котором она должна быть. Вот этот комплекс зданий, а это не просто один реабилитационный центр, это целая такая экосистема, которая позволяет реабилитировать пациентов на всех этапах, практически с любым заболеванием, она уже сейчас готова к работе. Но вы видели на воротах первое слово «инновационный». Я отношусь к инновациям неоднозначно. Инновации очень часто используются для какого-то хайпа, для того, чтобы поговорить по телевизору. Для меня инновация – это когда наука работает для людей.
И я очень благодарен главе Чечни, благодарен Рамзану Ахматовичу за возможность, которая, наверное, представится, поработать в связке нашего федерального центра, проработать с таким вот объектом, где решается все очень быстро, где решается все очень просто, и где, на мой взгляд, будут как раз реализовываться в первую очередь без промедлений и проволочек бюрократических те инновационные тренды, которые сейчас приняты во всем мире. Это роботы, экзоскелеты, технологии телемедицины и виртуальной дополненной реальности, мозг, компьютерный экзоскелет. Мы наметили большие планы. Я думаю, что эти планы у нас с вами сбудутся. И если сейчас этот центр можно назвать уже полноценным таким реабилитационным центром, то, наверное, в течение ближайшего года я очень верю в то, что он станет лидером сначала в этой части страны, а потом, возможно, даже несколько и больше. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Я участвовал в процессе. После травм тяжелых. Это одно из современных трендов транскраниальной магнитной стимуляции. Это очень удачный. Эта вещь помогает. Когда бывают спортивные травмы, растяжения, вот это сильно помогает. Как оцениваете качество работы? Получается, теперь не нужно выезжать в другие регионы за реабилитацией? Я больше чем уверен, что таких условий уже нету. Но мы намерены сделать, что есть, самое лучшее, привлечь и оснастить вот этот комплекс. Но я уверен, что мы создадим самые лучшие условия. К нам будут приезжать. До этого наши уезжали, должны были. А сейчас мы создадим условия, сейчас пришло время, мы этим будем заниматься. То есть замечаний нет? Нет, я бывал. Не совсем по тематике, Рамзан Ахматович. В эти дни вышел рейтинг, согласно которому Чеченская республика занимает первое место в России по уровню доверия к президенту и по уровню доверия к главе республики. Чем обусловлено такой уровень доверия нашего населения к президенту и к вашей команде? На самом деле, самое, что лучшее, это доверие народа, значит, Аллах доволен вами. Я рад, что народ нам доверяет. Мы будем служить. Народ видит, как служит наш президент для государства, для народа, как служит команда нашего первого президента Ахмада Хаджи Кадырова. А те шакалы, которые хотят, уже продали наше государство и народ, они, если я был бы брал бы волю, я их давно посадил бы пожизненно, или даже специально принял бы закон смертной казни, потому что другого не должно быть. Предатель, который продает государство, народ, его должны казнить или пожизненно в тюрьму посадить. А другого я не понимаю. Интересно.